Здравствуйте, в эфире «7 дней», в студии Тимур Бекмордин. Смотрите сегодня. С каждым годом возрастает мобильность населения. Пробки люди тратят по 2 часа, буквально от компрессорного до самой высокой горы. Ну как же не слушать население? Генплан Казани. Развитие города в режиме диалога. Основная цель – это стопроцентный охват сельского населения. Вот такая вот мобильная бригада все-таки повышает доступность. Сейчас я могу здесь обследоваться, это хорошо же. Поликлиника на колесах. Кому приедут врачи? Вот мой ребенок болен тем-то, тем-то, помогите. Но ничего не сравнится с тем чувством, когда ты можешь реально помочь, спасти чью-то жизнь. И оборудования достаточного не было опыта большого. От сердца к сердцу. 1995 год. Как спасали жизни татарстанских детей. Уже меньше 2 недель остается до знаменательного события старта мирового чемпионата WorldSkills. Этот грандиозный форум профессионального мастерства пройдет, как известно, в Казани с 22 по 27 августа. И есть высокая доля вероятности, что на церемонии открытия и закрытия приедут президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев. Казань в ожидании, Казань на низком старте. Мы все в предвкушении замечательного праздника. И есть уверенность, что мировой форум мы проведем на высшем уровне. Во-первых, нам не привыкать, как-никак опыт имеется солидный. Во-вторых, Казань сейчас благоухает, даже в непогоду. Витрина столицы, безусловно, центральная ее часть. Место притяжения туристов и приятного времяпрепровождения самих казанцев. Но стоит из центра переместиться на периферию, в более отдаленные районы Казани, и сразу возникают вопросы и по благоустройству, и по наличию зон отдыха, транспортной доступности и так далее и тому подобное. Конечно, нужно объективно смотреть на многие вещи. Невозможно весь город, тем более такой мегаполис, как Казань, в сжатые сроки превратить в конфетку. Как говорится, всему свое время. Логично и оправдано, что центр преображается быстрее. Это, как мы уже отмечали, в определенной степени магнит и для туристов, и для инвесторов. Но на то и существует главный документ для развития города – генеральный план, чтобы формировать общую стратегию Казани. Это живой, но довольно строгий и четкий план, в котором заложено все – зеленые зоны и жилые массивы, транспортные коридоры и социальные объекты, развитие исторического центра и подцентров. Есть и такое понятие в кругу профессионалов-проектировщиков. А вот такое понятие, как спальный район, для такого города, как Казань, это уже, извините, не камильфо. Вчерашний день. И у жителей Дербышек, авиастроительного и любого другого района Казани должны быть свои зоны отдыха, развлечений, так же, как и должны быть пути проезда в центр столицы без пробок и затруднений. Словом, генплан – это очень важный и очень сложный документ, который должен учитывать интересы и запросы, если не всех без исключения жителей. Увы, это невозможно в принципе, то хотя бы большинства казанцев. Наверное, поэтому проект генерального плана Казани обсуждался столь бурно, но, что приятно отметить, достаточно цивилизованно, в режиме диалога. Все спорные вопросы и решения, а их было немало, принимались только после проведения общественных слушаний. Кстати, напомним, что общественные обсуждения обновленного проекта генерального плана города стартовали в Казани 29 июля. До 1 августа горожане могли оставить свои замечания и предложения на электронной площадке, а также в Управлении архитектуры и градостроительства Казани. Впервые обсуждение проекта генплана проходило в интернете на информационном ресурсе disput.kzn.ru. Для участников общественных обсуждений по проекту генплана, не имеющих доступа к компьютеру, были оборудованы рабочие места в администрациях районов и в Управлении архитектуры и градостроительства. Всего же за период экспозиции было подано 2045 предложений и замечаний по проекту генплана. Из них приняты подавляющее большинство, более 2000. Причем интересный момент. 76% предложений и замечаний по проекту было подано гражданами в электронном виде. Итак, генеральный план Казани. Какие первоочередные задачи города он позволяет решить? Будут ли еще шансы его доработать? Как его оценивают сами казанцы, профессионалы-архитекторы и градостроители? Мы провели свое небольшое исследование на актуальную тему.
Казань великолепная, Казань неповторимая, Казань уникальная. И с высоты птичьего полета мы узнаем знакомые силуэты старинного города. И это тоже Казань, только не самая центральная ее часть. Согласитесь, уже не так все знакомо. Схожие жилые массивы вы увидите и не узнаете, где тут Азино, где Московский район, Дербышки или, например, Нижнекамск. Индивидуальность, неповторимая аура, то, что выделяет центр столицы и то, чего не хватает окраинам. Казань будет меняться, становиться другой. В соответствии с проектом генерального плана города и стратегией его развития, в Казани появится как минимум несколько центров. Специалисты называют такую модель полицентричной, и мы к ней идем объективно и целенаправленно. Когда у нас центры притяжения людей расположены в том числе и не в центре города, на периферийных районах, это у нас закладывается, чтобы избежать вот этой каждодневной миграции в центр и из центра. То есть в идеале, чтобы люди работали и находили себе досуг и другие функции как можно ближе к дому. Профессионалы-градостроители, архитекторы обращают внимание и на другой факт. Казань сейчас не просто городское поселение, это центр агломерации, в состав которой входят близлежащие районы. Высокогорский, Лаишевский, Верхнеуслонский и даже Арский районы можно считать частью казанской агломерации. Это обстоятельство нельзя не учитывать в стратегии развития города и проекта генплана. Люди перемещаются из окраин к центру и наоборот. Нагрузка на дорожную сеть возрастает многократно. Яркий пример вот эта улица Мира в Дербышках. Дорога сформировалась более полувека назад и сейчас работает на пределе возможностей. Особенно наглядно это заметно в будние дни в часы пик, утром и вечером. Вечером в пятницу пробка начинается с 3 часов и заканчивается в 9 вечера. То есть в пробке люди тратят по 2 часа. Буквально от Компрессорного до самой высокой горы эта пробка длится. С каждым годом возрастает мобильность населения. Количество индивидуального транспорта на душу населения растет, развивается общественный транспорт, люди становятся более подвижными. И вот в крупных городских системах важно, чтобы вот эта подвижность была обеспечена всеми видами транспорта. Все возрастающая мобильность людей и непомерный рост автомобилизации – факторы, которые Казань уже давно не может игнорировать. Мэр столицы Ильсур Метшин на деловом понедельнике на этой неделе привел показательную статистику. 2006 год, когда я начинал работать, цифра 180 тысяч автомобилей, чуть меньше, 180 тысяч. За чуть больше 10 лет 430 тысяч автомобилей. Они по воздуху, к сожалению, пока не летают. И это автомашины, не жители Кирова, Уфы или Самары. Это наших жителей Казани. И мы, как власть, обязаны формировать транспортную систему, оставлять коридоры. Проект генерального плана Казани, конечно, не снимает проблему транспортной доступности полностью и в одночасье. Генплан здесь только не дает Казани задохнуться под напором автомобильного бума. В свое время наши предшественники позаботились о нас и запланировали транспортные коридоры. К решению многих этих вопросов, строительству того же Большого Казанского кольца, дороги дублера к Горьковскому шоссе мы приступаем только сейчас, то есть полвека спустя. Мы также ответственно должны поступить по отношению к будущему поколению. Но решение вопросов транспортной доступности нельзя решить только за счет строительства новых дорог. Необходим комплексный подход, и он реализуется в этом проекте генерального плана Казани. Первая его часть – обеспечение мобильности и передвижения разными способами. Люди должны очень быстро передвигаться из одной точки города в другую точку. Это в том числе развитие общественного транспорта. Вот сейчас более 20 станций метро закладываем в новом генеральном плане. Это очень важно для того, чтобы потом, если мы сегодня эти планы свои не осуществим, если не оставим эти коридоры, завтра будет застроено, это будет намного дороже реализовать эти планы. Другой не менее важный аспект развития той самой нецентральной части Казани. Мы опять же возвращаемся к полицентричной модели города. Дополнительные центры должны стать такими же привилегированными для развития территориями, как и сам центр Казани. Чтобы не было ощущения, что это выселки, что людей выселили, там они живут среди природы и кустов, что у них есть и свой центр. Процесс идет на самом деле. Если говорить о квартале, то вот Сибгат Хакима, мне кажется, это второй такой центр альтернативный. И это даже видно по активности. Если вы живете недалеко от работы, вам, соответственно, не нужен автомобиль. Это минус пробки.
Соответственно, не нужен автомобиль, а автомобиль является одним из самых главных факторов загрязнения воздуха, значит, у нас будет чище экология. И вот ярчайшая будет точка на карте Казани по развитию, это зона улицы Портовая, где у нас сейчас речной порт находится. Проектом генерального плана Казани предусмотрено несколько таких точек роста города или территории развития. По словам заместителя начальника управления архитектуры и градостроительства Казани Анастасии Латыповой, это стало одним из новшеств генплана. Работа была проведена большая, ведь выслушать и принять предложения нужно было у всех, кто их сделал. Закончен этап экспозиции, это этап приема замечаний и предложений от жителей города. В настоящее время поступившие замечания и предложения анализируются разработчиком генерального плана. По ним будут подготовлены, по каждому поступившему замечанию и предложению будут подготовлены рекомендации. Конечно. Ну как же не слушать население? И считать, что там никто ничего не понимает, нельзя. Но вот именно для этого и есть слушание. Есть работа с проектировщиками в режиме корректировки их документов после слушаний, чтобы отсеять то, что сделать нельзя, популизм, и оставить и скорректировать то, что действительно идет объективно навстречу пожеланиям. Анастасия Латыпова рассказывает о перспективных идеях, заложенных в проекте генплана. В частности, Казань станет еще зеленее, и у жителей столицы и гостей города появится возможность передвигаться из одной парковой зоны в другую. Такие зеленые коридоры запланированы. Планирование вообще ключевое здесь понятие. Планируются далеко не только дороги, но и количество необходимых социальных объектов, жилья, зон отдыха и организации досуга, школы, детских садов. И такие объекты появились в виде определенных значков на местности, за каждым из которых стоит показатель. Если даже говорить про количество детей, то количество школьников в этом году, которые пойдут на 1 сентября в школу, уже на 8 тысяч детей больше, чем в прошлом году. А в течение ближайших 4 лет, а это уже будет 3 года действия нашего генплана, количество детей в школах увеличится еще на 47 тысяч детей. Потому что это точные цифры, эти дети уже ходят в садики. Мы это знаем. И поэтому мы закладываем цифры, которые позволят нам на расчетный период обеспечивать наших жителей, наших детей и дошкольными учреждениями, и школами. Мы поэтому и работали 4 года над ним, чтобы предусмотреть максимально все параметры, чтобы город мог комплексно развиваться. Итак, проект генерального плана можно считать доработанным с учетом замечаний и предложений казанцев. Общественные же обсуждения документа еще продолжаются до 29 августа. В них принимают участие не только представители власти, но и профессиональные архитекторы и градостроители. Тимур Бекмурзин, Андрей Ключников и Андрей Мохов. 7 дней. Продолжаем программу. Как известно, китайские методы обучения в последние годы стали предметом всеобщего интереса. Согласно результатам международных исследований, современные китайские школьники серьезно превосходят своих ровесников из других стран в умении читать и считать. Но, как известно, в любом правиле есть исключения. На этой неделе школьник из Набережных Челнов стал чемпионом мира по ментальной арифметике. Олимпиада прошла на Тайване. И это соревнование считается одним из самых престижных по быстрому счету в мире. 9-летний Ярузаль Салихуддинов обошел своих соперников из более чем 10 стран мира. Такие результаты действительно вызывают чувство гордости за свою страну, за свою республику, в частности и за систему образования, которая всегда считалась лучшей в мире, но которая зачастую вызывает и массу критики. Но что бы ни говорили, за последние годы система образования претерпела большие изменения. И эти большие перемены в большей степени связаны с реализацией национального проекта образования. Он предусматривает строительство новых современных школ, обновление материально-технической базы, расширение кадрового состава, повышение качества образования. На этой неделе в Елабуге прошел 10-й международный фестиваль школьных учителей. Какими вопросами задавались педагоги и какими задачами живет сегодня школа, узнавала Ильзира Юзаева. Эти ребята настоящие самородки из сельской глубинки. Учащиеся обычной средней школы из села Танайка Елабужского района создали интерактивную компьютерную игру. Молодые айтишники уверяют, что их разработка увлекательна, не имеет возрастных ограничений и абсолютно безопасна и даже в чем-то полезна для детей. Игра приучает моторике рук, соответственно, реакцию развивает и также
она помогает думать быстрее. В этом году Танайская сельская школа вошла в приоритетный национальный проект образования. Обычная средняя школа получит свыше $500 000 рублей на капитальный ремонт и еще $1,5 миллиона на обновление материально-технической базы. Директор школы уверен, что такие средства в общеобразовательные учреждения не поступали со дня его открытия. И теперь каждый вложенный рубль окупится с лихвой. Войдя в этот проект, мы повысим статус нашей школы. Мы не будем выделяться от городских школ, так как мы обновим материально-техническую базу. Да? Нам придет 3D-принтер. У нас будет шлем виртуальной реальности, квадрокоптеры, цифровая техника. Мы несказанно рады. Ребята уже наши готовы работать в этом направлении. В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» наш проект называется «Промышленный туризм Прикамья». И с этими детьми будет проводиться экскурсия на предприятия города Елабуги, свободной экономической зоны в частности, и другие предприятия Елабужского района. Наш колледж в 2007 году вступил в нацпроект образования. По нему мы получили достаточно много оборудования, передового на то время. В 2013 году, когда началось движение WorldSkills, мы вступили в это движение. Студенты нашего колледжа на республике взяли 2 первых места, 3 вторых места, 2 третьих места. Национальный проект образования, по сути, это программа по повышению качества образования в стране. Он реализуется под контролем президента России уже с 2005 года. За эти годы деньги в регионы из федерального бюджета поступали ежегодно. По всей стране строились новые детские сады, школы, спортивные комплексы, обновлялась материально-техническая база, учителя повышали свою квалификацию. Только в этом году по всей России и только на приоритетный проект образования будет выделено около 800 миллиардов рублей. Какая-то школа большая, какая-то маленькая. И в маленькой школе маленькое финансирование, поэтому эти дети, которые живут в каком-то районе малонаселенном и обучаются в маленькой школе с маленькими знаниями, они в этом не виноваты. Они должны иметь такие же возможности, как и другие дети, которые живут совсем в другой местности. Опыт школьной мировой практики показывает, что без государственной поддержки такое развитие невозможно. Мне довелось бывать и в Германии, и в Италии, и в ряде других стран. Везде государство оказывает поддержку образовательным учреждениям. Сегодня у нас в классе 4 педагога, не один. Это учитель, это сам ребенок, поскольку мы сами говорим, что, пожалуйста, тьюторство, мы говорим самонаблюдение, самооценка. Значит, это 2-й педагог, 3-й педагог. И это вот оно, образовательное пространство. Значит, мы начинаем с архитектуры здания. Детям хочется, чтобы пахло хорошо, чтобы краски были яркие. И в этом смысле это только заслуга государства сделать школу привлекательным зданием. Сейчас осуществляется точечная поддержка, и это правильно. Я регулярно работаю в Сириусе с одаренными детьми на литературной смене. И хочу сказать, что это такой рассадник талантов. И я очень рада, что в Казани и в Елабуге есть такие очень важные источники творческого развития детей и педагогов. Я считаю, что это очень важно. В рамках федерального проекта к концу 2019 года в Татарстане будет построено 29 детских садов. Соответственно, будет создано 6220 мест для детей дошкольного возраста. По программе «Современная школа» идет строительство 2 новых школ в Казани. Проект также предполагает обновление материально-технической базы 97 сельских школ. В 32 образовательные организации будут направлены средства на обновление компьютерного оборудования и программного обеспечения. Благодаря приоритетному национальному проекту будут отремонтированы 6 спортивных залов в школах Бугульминского, Буинского, Высокогорского, Заинского, Кайбицкого и Нурлатского районов. Мы получим филиал «Сириуса» в нашей республике на базе Республиканского олимпиадного центра. Мы целый комплекс развернем. Новые современные комплексы полилингвального образования, строительство которых уже полным ходом идет в республике, проект республиканского значения. Но уже получил одобрение и поддержку со стороны федерального центра.
Уже известно, что реализация этого глобального проекта будет проходить с участием федеральных средств. А это строительство 6 новых образовательных комплексов, состоящих из школы и детских садов, где будет внедряться система полилингвального образования. 2 комплекса будут расположены в Казани и по 1 в Набережных Челнах, Альметьевске, Нижнекамске и Елабуге. Мы уже видели в законе о бюджете, в изменениях, где эта сумма уже для первого комплекса, она в размере 345 миллионов рублей с федеральной стороны прописана на этот год, поэтому это уже реальное воплощение наших договоренностей. Соответственно, и со стороны Республики Татарстан, республиканского бюджета такая же сумма будет выделена, таковы условия соглашения, и я надеюсь, что и на следующий год примерно в таких же размерах будут выделены средства и с той, и с другой стороны. Начиная, включаем мы все детские сады, значит, дошкольное образование, единая программа будет, единая программа, подготовка кадров. Хорошо, что сейчас в Госдуму внесли законопроект, об этом мы давно говорили, при нехватке кадров. Почему старшеклассникам не давать возможность, особенно по иностранным языкам, пусть начинают преподавать. Там так и так им нужна практика. Если мы расширяем штатную сетку, то, конечно же, нам нужны будут дополнительные кадры по именно со знанием английского языка и татарского. Это не только педагоги? Это не только педагоги, это лингвисты. В детском саде номер 39 в Елабуге уже несколько лет работают группы, где ведется углубленное изучение английского и татарского языков. Это учреждение уже вошло в полилингвальный комплекс и сегодня реализует современную концепцию. Из окон этого детского сада даже в такой дождливый летний день можно следить за ходом строительства головного учреждения – полилингвальной школы, куда, как и предполагается, и пойдут в 1 класс выпускники. По всей видимости, меняется не только наше обычное понимание, что такое образовательное учреждение, но и сама система претерпевает изменения. Все понимают, что современная школа должна отвечать современным тенденциям, новым запросам современной жизни. Ильзира Юзаева и Андрей Ключников. 7 дней. Напомним, что на реализацию национальных проектов в Татарстане до 2021 года будет направлено более 52 миллиардов рублей. 34 миллиарда из федерального и 18 миллиардов рублей из республиканского бюджетов. Подчеркну, что на днях было принято решение увеличить софинансирование национальных проектов на 7,4 миллиарда рублей. Дополнительные средства будут направлены на реализацию национальных проектов «Демография и здравоохранение». Это одни из самых дорогих нацпроектов в Татарстане. На эти деньги в республике будут бороться с раком и заболеваниями сердечно-сосудистой системы, улучшать детское здравоохранение и доступность медицинской помощи. Хотел бы более подробно остановиться на проекте «Мобильная поликлиника», который стартовал в Татарстане, как раз в рамках нацпроектов «Здравоохранение и демография». В удаленные от районных центров деревни и села республики теперь будут выезжать так называемые автопоезда здоровья, чтобы местные жители могли пройти полную диспансеризацию. Мобильные комплексы оснащены всем необходимым современным медицинским оборудованием, а принимать пациентов в поликлиниках на колесах будут врачи ведущих медицинских центров Казани, Нижнекамска и Набережных Челнов. 4 автопоезда здоровья были приобретены при поддержке президента Татарстана Рустама Минниханова в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Первый медицинский КАМАЗ прибыл на этой неделе в село Баркчи Тютюжского района. Елена Горбунчикова изучила работу поликлиники на колесах. На центральной площади Бакырчи народ начал собираться с самого утра. Весть о том, что в небольшое село на окраине Тютюжского района приедет бригада врачей из Казани, быстро разнеслась по округе. Так что к началу приема пациентов около огромного автопоезда выстроилась целая очередь. В числе первых, кто решил пройти медосмотр, Зубида Забарова. Пенсионерка признается, что давно собиралась проверить свое здоровье. Да дела по хозяйству все не пускали. Шақ қатып біздің ауылға шуның қайты зор машина келді. Кешеннен келді, біздің балалар көріп қайттылар. Әбей анда зор машина келген деп. Шуның қайты барып көріп қайтемел деп келдім де. Міне кірге тор келді. Врачқа кірдім, врачқа көріндім. Рахмет, барсы да яқшы, чиста. Біздің үшін бек әйбет. Біз ауылдан
жыраққа бара тұрған тәтішке или буаға мында бик яхшы болды, бик яхшы, бик рәхмәт біздің президентімізға, министрімізға бик каты рәхмәт Марат Наиловичқа. Мобильная поликлиника – новый проект, который стартовал в Татарстане. При поддержке руководства республики были приобретены 4 автопоезда здоровья. Один из них на этой неделе прибыл в Тетюшский район. Автопоезд здоровья – это поликлиника на колесах. Прием в ней ведут врачи узких специальностей – офтальмолог, акушер-гинеколог, невролог, хирург и кардиолог. Можно сдать кровь на анализ и даже пройти УЗИ. Причем мобильные поликлиники оснащены современным медицинским оборудованием. Основная цель – это стопроцентный охват сельского населения профилактическими осмотрами, улучшение доступности и качества профосмотров. Главная задача проекта «Мобильная поликлиника» – ранняя диагностика заболеваний среди сельского населения и, как результат, сокращение смертности от онкозаболеваний и болезней сердечно-сосудистой системы. Поликлиники на колесах доедут до самых отдаленных сел и деревень республики с населением менее 100 человек. И таких маленьких деревень в Татарстане более 1300. Прием в них будут вести специалисты ведущих медицинских центров Казани, Нижнекамска и Набережных Челнов. При выявлении серьезного заболевания пациенты будут сразу направляться на лечение в больнице. Смогут выявить либо заболевание на ранней стадии, провести диагностику, назначить какую-то плановую диагностику, назначить лечение, либо подкорректировать уже имеющуюся патологию. Это очень удобно все-таки для того, чтобы пациент смог обратиться в центральные республиканские больницы, либо диспансеры уже на уровне города Казани. Это время, чтобы получить талон, чтобы доехать. Вот такая вот мобильная бригада все-таки повышает доступность и качество медицинской помощи много раз. В селе Бакырчи, конечно, есть свой фельдшерско-акушерский пункт. Но для того, чтобы попасть на прием к врачам узких специальностей, местным жителям приходилось ехать в районный центр. От Бакырчи до Тетюш почти 50 километров. Раньше я ездила в Тетюшскую поликлинику, а сейчас я могу здесь обследоваться. Это хорошо же. Потому что в Бакырчах живут много пожилых людей. Они же не могут ехать, например, в Тетюши, в Казань. И хорошо, что приезжают такие люди на таких больших машинах. Ладно, еще мы едем. Есть ведь старые еще люди. У кого нет машины, у кого нет. Автобус у нас неделю раз в год только ходит. Тетюша. Мобильная поликлиника будет работать до тех пор, пока диспансеризацию не пройдет все взрослое население Бакырчи и окрестных сел. А это более 500 человек. В ближайшее время местных жителей ждет еще одно приятное событие – открытие нового модульного ФАПа. Новый тренд в Татарстане – информатизация фельдшерско-акушерских пунктов. В режиме видеоконференц-связи сельские фельдшеры смогут консультироваться с коллегами из центральных районных больниц. Передача информации и данных лабораторных, ЭКГ будет сразу передаваться в центральную районную больницу, чтобы наш житель не ездил за несколько километров, вот как если мы Бакырчи, за 50 километров в центральный населенный пункт Тетюши. Думаем, лучше будет все-таки. Она когда в хорошее место зайдешь, болезнь проходит. В рамках еще одного национального проекта «Демография» Татарстан в ближайшее время закупит 42 автомобиля «Ларгус», чтобы на них из отдаленных сел в районные больницы на прием к врачам узких специальностей доставлять инвалидов-колясочников и пенсионеров старше 65 лет. Пробную поездку на этой неделе обкатали в Балтасинском районе. Елена Горбунчикова, Андрей Ключников, 7 дней. Мы продолжим программу через пару минут. Смотрите после рекламы. Вот мой ребенок болен тем-то, тем-то, помогите. Но ничего не сравнится с тем чувством, когда ты можешь реально помочь, спасти чью-то жизнь. И оборудования достаточного не было опыта большого. От сердца к сердцу. 1995 год. Как спасали жизни татарстанских детей. Рустам Минниханов в Казани встретился с генеральным консулом Казахстана. Президент поздравил Жанболата Мурзалина с вступлением в должность генерального консула и выразил уверенность в укреплении сотрудничества в рамках российско-казахстанских отношений.
Президент Татарстана открыл первую стратегическую сессию Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов в российских регионах. В обмене лучшим опытом мы видим потенциал роста каждого региона. Мы активно включились в реализацию инициативы «Библиотека умных решений Смарт-Эко», отметил Рустам Минниханов. На неделе с рабочим визитом президент Татарстана посетил Ростовскую область, где принял участие в открытии завода компании «Айпласт» по выпуску крупногабаритных полимерных контейнеров в Азове. Рустам Минниханов встретился с губернатором Ростовской области Василием Голубевым. Был подписан план мероприятий по реализации соглашения между Татарстаном и Ростовской областью о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. В этот же день Рустам Минниханов встретился с представителями местного актива татарской общины. Готовность объектов к проведению в Казани 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills оценил Рустам Минниханов. Президент посетил деревню WorldSkills, где ознакомился с условиями проживания конкурсантов. Рустам Минниханов посмотрел центр аккредитации, который уже начал свою работу, и президенту первому из официальных лиц вручили его аккредитационный бейдж. Также Рустам Минниханов ознакомился с экипировкой участников чемпионата, увидел, как идет заключительный этап подготовки соревновательных площадок на территории Казань-Экспо и провел заседание оргкомитета по подготовке 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills. Президент Татарстана принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 60-летию Джалиль-нефть, публичного акционерного общества «Татнефть». Выступая с приветственным словом, Рустам Минниханов заявил, что сегодня нефтяная отрасль – это основа экономики республики. Ход уборочной кампании на полях Азнакаевского и Сармановского района на неделе оценил Рустам Минниханов. На поле озимой пшеницы около деревни Рантамак состоялась встреча с инвесторами и руководителями хозяйств Сармановского района. В пятницу Рустам Минниханов поздравил строителей с их профессиональным праздником, напомнив, что строительный корпус республики – это порядка 80-90 тысяч человек, в зависимости от задач и проектов, которые реализуются в регионе. В прошлом году объем строительно-монтажных работ составил порядка 350 миллиардов рублей, подчеркнул президент. Председатель Государственного совета Фарид Мухаммедшин с рабочей поездкой посетил Тюльчинский район, где провел зональный семинар-совещание по вопросам повышения деловой активности сельчан. Глава парламента в торжественной обстановке дал старт новой республиканской программе поддержки фермеров «Агростартап». Президент клуба автомобилей ГАЗ-21 «Волга», председатель Государственного совета Фарид Мухаммедшин открыл 13-й международный фестиваль исторической техники. На парковочных площадях Свияжских холмов были представлены около 200 автомобилей и мотоциклов. Участниками фестиваля стали автолюбители из разных регионов России и зарубежья. До дня выборов в Госсовет Татарстана осталось 4 недели. В эту субботу партии и кандидаты-одномандатники приступили к активной агитации. Она продлится до Дня тишины. Главные события этой недели – жеребьевки. Их было несколько. Между зарегистрированными кандидатами и партиями разыграли бесплатное и платное эфирное время на телеканалах. Дебаты стартуют уже со следующей недели. В Центризбиркоме Татарстана разыграли порядок размещения наименований и эмблем политических партий в бюллетене для голосования на выборах в Государственный совет. Итак, посмотрим, в каком порядке будут представлены партии в бюллетенях, согласно жеребьевке. «Единая Россия» пройдет под первым номером. Второй у Российской партии пенсионеров за социальную справедливость. Далее по списку КПРФ. «Коммунисты России». 5-й номер у «Справедливой России», 6-й у партии Роста, 7-й у ЛДПР. Вместе с политологом Андреем Большаковым на этой неделе мы решили подвести итоги жеребьевок и изучили, какие новые предвыборные технологии в агитации применяют партии. Сергей Темляков с подробностями. Чтобы не видно было. Видите, в конверте, чтобы не было. Также дополнительную защиту сделали. В четверг стало известно, под каким номером будут располагаться партии в избирательном бюллетене. На жеребьевке каждый представитель партии выходил лично и вытягивал конверт. Порядок, кто за кем будет тянуть заветный номер, определили очень просто. По дате регистрации партий на этих выборах. Не сомневался. Не знаю, что нормальный номер забрали. Где они? 5. 5. Вот видите, самый лучший номер. 5.
Результаты жеребьевки утвердили в пятницу на 77-м заседании ЦИКа. Вот так будет выглядеть избирательный бюллетень для голосования по партийным спискам. Под первым номером «Единая Россия». На втором – Российская партия пенсионеров за социальную справедливость. На третьей позиции – КПРФ. Коммунистам России достался номер 4. «Справедливая Россия» идет под номером 5. На шестом и седьмом месте бюллетеней партии Роста и ЛДПР. Тройка – это исконные русские, татарские, как говорится, лошади, как бежали зимой. Вот. Хороший номер. Главное, мы впереди. Агитационная работа у нас идет. Приехали наши соседи, товарищи. Вот сегодня будет видеоконференция, которую проведет Генрих Зюганов. Жеребьевка прошла очень так корректно, спокойно. Очевидно, что она была прекрасно подготовлена. Вот. Своим результатом, вторым номером, ну, в общем, в целом мы, конечно, довольны, так. У нас хорошая, интересная, вернее, кампания. Перед нами «Единая Россия», после нас КПРФ. Мы будем делать, по-видимому, акцент все-таки на проблематику пенсионной реформы. Верят ли руководители татарстанских отделений партии в приметы и цифры? Влияет ли на выбор избирателей расстановка партий в избирательном бюллетене? Обсуждаем с экспертом нашей программы, доктором политических наук Андреем Большаковым. Партии могут выгадывать свое место в списке, потому что, мы знаем, есть разные вещи, связанные с тем, что если название какое-то стоит первым в списке или последним, на него обращают психологически просто больше внимания. Да? Вот поэтому данные группы, они, наверное, получат определенный приоритет. Я думаю, что так будет голосовать очень небольшой процент избирателей, которые придут и выполнят свой долг формально. Все остальные, я думаю, что будут голосовать вдумчиво, и поэтому заранее заучат тот номер, который принадлежит той политической силе, которая, собственно, и устраивает данного человека. Проводим жеребьевку по распределению бесплатного эфирного времени. На этой неделе между кандидатами и партиями разыграли бесплатное эфирное время на 6 телеканалах и 7 радиостанциях, а также площади в газетах. Впервые в этом году бесплатное эфирное время предоставил и телеканал «Татарстан-24». Кстати, общий объем эфирного времени, предоставляемых на телеканалах, составляет 570 минут, то есть 30 минут в течение 19 рабочих дней. На телеканале ТНВ пройдут дебаты, будут транслироваться и агитационные ролики одномандатников. Всего для политических партий выделяется 285 минут бесплатного эфирного времени. Это на ТНВ 285 минут и на Булгаррадиусе 285 минут. Значит, соответственно, это время, 285 минут, делится на 142 минуты, это для проведения дебатов, и 142 минуты для проведения выступлений. Время для проведения указанных мероприятий на ТНВ выделено с 17:50 до 18:30, а на Булгаррадиусе с 11:15 до 11:55. Нам важно использовать эти возможности, чтобы донести до нашего народа наши программы, то, что мы хотим, чего мы хотим добиться в следующие 5 лет для нашей любимой республики. Каждый день сегодня каждый кандидат проводит встречи в своем избирательном округе. Несмотря на дождь, например, я вчера проводила встречу в поселке Катар. Я думала, никто не придет. Нет, народ вышел, одели дождевики, боты, галоши. У нас в избирательном кодексе республики была норма, согласно которого, если партия не набирала более 3% голосов на предыдущих выборах, то, соответственно, вот как раз эта норма, она должна была начинать уже действовать в эту избирательную кампанию, они лишались бесплатного доступа в эфир. Эта норма по предложению Центральной избирательной комиссии была изменена в нашем избирательном кодексе, поддержана нашими депутатами, был принят соответствующий закон, и поэтому сегодня все зарегистрированные наши политические партии имеют бесплатный доступ к эфиру. Помимо бесплатного доступа к эфиру, каждая из 7 партий и 236 кандидатов по одномандатным округам смогли воспользоваться правом и на этой неделе принять участие в жеребьевке, где разыгрывалось эфирное время, но уже за деньги. Процедура жеребьевки была аналогична той, где разыгрывалось бесплатное время. На ТНВ конверты тянули в четверг. Председатель ЦИКа в интервью нашей программе отметил, избирательная кампания переходит в активную фазу. Мы проводим большую, уже завершающую подготовительную работу по подготовке наших участковых избирательных комиссий, наших избирательных участков к дню голосования. И сейчас у нас сейчас в самом разгаре начинается прием заявлений по голосованию по месту фактического нахождения. Я должен сказать, вот мы эту работу начали, прием заявлений с 24 июля, вот за это время уже порядка 360 наших
избиратели нашей республики уже таким правом воспользовались. На баннерах и экранах вдоль городских дорог на неделе появились агитационные материалы партии «Единая Россия». На улицах в разных частях города можно встретить и активистов от партии. Они выходят в пикет, рассказывают горожанам о предстоящих выборах. Также продолжает работу проект «Мой депутат». На сегодняшний день уже несколько тысяч наказов и обращений поступило к нам. Мы всех это отрабатываем. Ну и, естественно, работа, встречи непосредственно живую с населением, в первую очередь в рамках проекта «Наш двор». А также большую работу проводят наши кандидаты-одномандатники, которые практически, ну, если можно так выразиться, перепахивают свои избирательные округа. Поэтому для нас самое главное – дойти до людей, объяснить им нашу позицию. Почему на выборах 8 сентября важно проголосовать за «Единую Россию», объяснил Фарид Мухаммедшин. Вот такие письма на русском и татарском языках начали получать татарстанцы. Мы видим такой формат более расширенный, да, и это, конечно, вызывает интерес, потому что председатель Государственного совета, лидер, значит, одной из политических партий напрямую обращается к каждому избирателю. Вот. Это, в принципе, наверное, ну, достаточно такой модный тренд сегодня, да, эти технологии везде используются. У других партий иная форма агитации. У нас, как вы видели, баннеры уже висят, потом агитационные материалы у нас тоже готовы. Вот. И, ну, естественно, делаем упор еще на общение с избирателями будущими, потому что избиратель, который высказывает свои пожелания и говорит, это очень важно. Газета у нас уже готова, большим тиражом будет выпущена практически. Естественно, листовки тоже готовы. Акцент будем делать на экономический рост, все, что связано с ростом и с развитием экономики нашей страны. Андрей Большаков отмечает, в агитации мы видим целый ряд методов, которые уже применялись ранее. Доктор политических наук не исключает, что появятся и новинки, ведь активная фаза агитации началась только в эту субботу. Таких вот серьезных, интересных, да, новаций, технологий, ну, практически не видно. Вот, хотя мы знаем, что достаточно большие суммы, значит, в избирательных фондах сосредоточила, скажем, партия «Справедливая Россия». Но пока увидеть какие-то новшества, да, на уровне технологий, вот, мне кажется, не представляется это возможным. Поэтому, ну, кампания вещь интересная. Я думаю, что формы агитации будут меняться. Сергей Темляков, Андрей Мохов. 7 дней. Сегодня у нас не совсем обычная рубрика «Неделя в столетии». Разбирая видеоархивы ТНВ, мы нашли фильм, снятый американской студией под названием «Вопрос сердца». Он посвящен уникальному событию, которое произошло в Татарстане в 1995 году. Именно оно во многом открыло этап благотворительности в республике, вывело татарстанскую кардиохирургию на передовые позиции в стране. Но самое главное – тогда были спасены жизни более 30 татарстанских детей с тяжелейшими пороками сердца. Именно в эти дни в республике начинается активная фаза масштабной гуманитарной акции благотворительного фонда Родиона Нахапетова и правительства Татарстана. Родион Нахапетов – актер, кинорежиссер, кумир миллионов советских зрителей, вместе с супругой Наташей Шляпников учредил фонд дружбы, который помогал российским детям с пороками сердца. Супруги приняли решение, что американские врачи должны оперировать детей в России, а не в Штатах. Ведь за 2-3 недели акции врачи могли бы спасти ни одного ребенка. В 1995 году американские специалисты из Стэнфорда приезжают в Казань. Вот как об этом вспоминал Родион Нахапетов. В один из наших визитов в Россию мне передали личную просьбу президента Республики Татарстан Шаймиева приехать с американскими кардиоспециалистами и в Казань. Мы выкрили время, сели в поезд и поехали. В Казани мы побывали в больнице номер 6, где американцы обследовали свыше 40 детей с тяжелыми пороками сердца. Мне пришла в голову идея воспользоваться детской больницей как базой, где можно было бы с помощью американских врачей провести несколько показательных операций, обучив при этом молодой персонал больницы. При встрече с Шаймиевым мы обсудили возможность высадки подобного медицинского десанта. Президент поддержал идею с энтузиазмом. Как это было, как сложились судьбы детей, которым до операции давали не больше года жизни. Светлана Спирина продолжит. My daughter will live. I can't go on.
Доживет до 7 лет. Таков был вердикт врачей. Надежда на жизнь у маленькой Люды из Нурлата появилась только в 1995 году. По личной просьбе Минтимира Шаймиева Родион Нахапетов и его благотворительный фонд привез 26 американских врачей и медсестер в Казань. Это были лучшие кардиоспециалисты в мире во главе со знаменитым Брюсом Райтсом из Стэнфордского университета. Именно он впервые в мире сделал пересадку сердца и легких, и именно он прилетел в Казань. Когда родители приходят, говорят, вот мой ребенок болен тем-то, тем-то, неизлечимо, или нужна такая-то помощь, его могут оказать вот там-то, в такой-то стране. Помогите, дорогой президент. Но ничего не сравнится с тем чувством, когда ты можешь реально помочь спасти чью-то жизнь. Люди часто говорят, нельзя спасти мир. Не говорите это матери, которая ждет своего ребенка. Для нее весь мир – это ее ребенок. Поначалу я очень волновался. Неизвестно, как все сложится, но какой-то барьер вначале был преодолен. Но это было какое-то первое время. Потом все это ушло, у нас были замечательные отношения. Мне каждый день почти приходится делать искусственное дыхание, потому что он теряет сознание постоянно. Дети, кому была необходима срочная операция, и их родители жили в ожидании чуда в 6-й горбольнице. В 95-м именно она была сердцем Казани. Сейчас это университетская клиника КФУ. Это было единственное учреждение, которое делало операции на открытом сердце у детей и у взрослых. Американские врачи привезли с собой аппаратуру весом в 10 тонн. Специалисты взяли отпуск на родине и проводили в республике операции стоимостью сотни тысяч долларов бесплатно. В то время мы этих больных не могли радикально оперировать. Высокая летальность была. И оборудования достаточного не было опыта большого. Диагностическое оборудование тогда в то же время было. УЗИ сердца только в те годы появилось фактически. Одноразовых халатов не было. Мы ждали их. Когда осень была, как сказать, ожидаемой, когда сказали, готовились до некоторой степени. Хотя одновременно и боялись. Ингаляционные анестетики, но они у нас были, во-первых, не такие. Класс был другой совершенно, да. И, преимущество в чем? В основном еще, медикаменты у нас шли. То есть, скажем, длительное пробуждение. Там операция закончилась, больного перевезли в палату. Мы еще не знаем, когда он проснется, там, может быть, несколько часов пройдет и так далее. Здесь же, я уже говорил, что буквально дети просыпались с последним вколом иглы. Через 2 часа после операции Катя уже улыбается маме. Альберт был из маленькой деревни. Родители работали в колхозе, жили бедно. Врачи между собой называли Альберта «баклажановый мальчик». У него были пальцы, губы, кожа фиолетового цвета. Тяжелейший порок сердца. Без операции, по прогнозам врачей, он не прожил бы и года. Он может бегать? Да что вы. Он пройдет несколько шагов, садится и отдыхает. И вот сразу после операции, как только он очнулся от наркоза, первое, что он сделал, посмотрел на свои пальцы и увидел, что они розовые. Его улыбку передать невозможно. За 2 недели американские врачи прооперировали более 30 детей, и все операции были успешны. Продиагностировали свыше 300 больных детей, подарили больнице аппаратуру и медикаменты на сумму в $2,5 миллиона. Они привезли нам передовую технологию, которой фактически даже в то время в России не было. В СССР, я скажу, не было. Это методы обезболивания, это методы ведения больных, это методика самой операции. Дальше они очень сильно продвинули диагностику. Очень важно было это человеческие отношения, забота о пациентах. И они оставили море расходного материала, мы еще года 2-3 потом на этом материале оперировали сколько хотели. На этих кадрах американского фильма Анвар Садыков. В 95-м ему 32 года. Цветная шапочка – подарок американского врача. В интервью он говорит о дружбе между врачами 2 стран. Их сердца бьются в унисон и 24 года спустя. Эти трогательные отношения заложились, я думаю, практически с момента их приезда. Потому что вот эти все 9 тонн груза, которые нам привезли, нам пришлось вместе с ними на нашем и на их горбу заносить из подвала к себе в оперблок и в отделение реанимации.
Анвар Рафаилович с гордостью сегодня показывает операционную с новейшим оборудованием, о котором в 90-х и не мечтали. Вот этот купол создает правильную вентиляцию помещений и таким образом помогает антисептике. Плюс кондиционирование, система кондиционирования. Раньше в 6-й больнице у нас были окна. И мы открывали форточку, ну, правда, там сетка была от комаров и так далее, да? Я думаю, потребуется 5-6 лет, чтобы наладить работу на вот таком уровне. Посмотрите, сколько специалистов русских изучают, смотрят, как можно по-настоящему работать. Такой прогноз сделал в 95-м главный врач больницы Вячеслав Медведев. Он и его отец были пионерами кардиохирургии в Татарстане. Вячеслав Николаевич первым в республике выполнил протезирование клапанов сердца и аортокоронарное шунтирование. Он не дожил до своего прогноза. Его сердце остановилось через 4 года после этих событий. 5-6 лет, наверное, это... А вот когда в районе 2003-2005 там появилось... уже высокие технологии, появились центры, вот тогда уже постепенно подтянулись. И в настоящее время я даже не припоминаю, чтобы мы кого-то, допустим, за рубеж отправляли. Реально существует возможность выполнения всех операций, включая даже пересадку сердца. От детей Татарстана «Спасибо, Америка». Провожали американских врачей сердечно. Это был второй день рождения для каждого прооперированного ребенка, а для врачей – новым этапом в профессиональной области. С тех пор татарстанская кардиомедицина – одна из ведущих в стране. Мы счастливы, потому что мы смогли закончить эту миссию успешно. Все дети здоровы. Медсестры ныне университетской клиники КФУ, а в 95-м 6-й горбольнице хранят фотографии тех лет. После американцев, признаются, стало работать гораздо легче. Операции проводили уже не 8 часов, а по 5 и 6. Как же сложилась судьба спасенных ими детей? Она стала тем. На этих кадрах маленькая Даша из Зеленодольска после сложнейшей операции. А на этих кадрах Дарья Евсеева, пиар-директор артиста Ивана Дорна и режиссера Айсултана Сиитова. Я поддерживаю связь с Родионом Рафаиловичем и с Наташей. Периодически приезжаю в Лос-Анджелес, и мы там, конечно же, видимся. Мы связаны огромной историей, мы, в принципе, уже родные люди. Даша окончила МГИМО и уже 10 лет как занимается музыкальным бизнесом. Ее не часто можно застать в Москве, она бесконечно в разъездах, то в Америке, то в Европе. Очень хочу когда-нибудь сделать такую же благотворительную акцию для кого-нибудь. Пока просто думаю, где бы можно было это реализовать так, чтобы это было уместно, потому что в России это, в принципе, сейчас все с медициной хорошо, и с кардиологией, в частности, все отлично. А в других странах, не знаю, возможно, в Африке. На этих кадрах 95-го года с Дашей и другими детьми прощается Люда Игнатьева. В операции ей было отказано. Самое трудное для меня – это объяснять родителям, что мы ничего не можем сделать. Горбулева. Теперь она носит фамилию мужа и часто приезжает в МКДЦ. В 95-м Родион Нахапетов, как и родители Люды, не желал считать девочку обреченной. Услышав от Брюса Райтса, что в Америке можно было бы еще попытаться спасти, Нахапетов оплатил операцию – $140 тысяч. Мама Люды подписала бумаги, что согласна с любым исходом. Врачи давали только 3% удачи. Известный кардиохирург Альфредо Трента в Лос-Анджелесе за 16 часов полностью исправил множественный порок сердца. И уже через несколько дней Люда бегала по Диснейленду, как ей и обещал Родион Нахапетов. Я считаю его крестным отцом своим вторым. Вот. Вместо крестного отца он мне. Даже, можно сказать, вместо отца он мне. Вот он мне как папа второй. Сегодня она все так же любопытна и жизнерадостна, такой же озорной чертенок, как называет ее Нахапетов. Люда с удовольствием сегодня изучает работу нового сердца Казани, МКДЦ. Когда мне делали 3 самых лучших хирурга, как они сказали, Америки, и когда они мне ее сделали, врачи вышли за 16 часов операционной, они говорят, мы не то что такую, мы наподобие такой даже ни разу не делали. И когда мама их там
ну что, ну сколько она протянет, ну что. Они говорят, вот честно, не знаем. Вот. Тут уже, говорят, сколько даст Бог. Все. Живет она все так же в Нурлате и часто гостит в доме у Нахапетова и Наташи Шляпников, когда те бывают в Москве. Люда стала маленькой музой известного кинорежиссера и актера. В сериале «Русские в городе ангелов» героиню, смертельно больную девочку, которую также оперируют в Америке, должна была сыграть сама Люда. Но виза закончилась, и ее образ в фильме воплотила другая актриса. Такая ее новая судьба, которой могло бы и не быть, если бы не сердечность всех тех, кто в далеком 95-м оказался рядом. В хрупком сердце девочки сегодня большая любовь, и у ее уникального сердца теперь новый хранитель. Очень большая ответственность, потому что столько людей спасали, столько людей выполнили всю эту работу, нашлись когда-то, когда это было необходимо. А являюсь ли я хранителем или нет, я думаю, что это все-таки, наверное, решать самой Людмиле, поэтому надеюсь, что да, что да. Является. Ну, все, это мое обрамление. Светлана Спирина, Андрей Ключников, 7 дней. Родион Нахапетов и его супруга Наташа Шляпников живут в Америке, в Лос-Анджелесе. С каким чувством они вспоминают Казань? И проводит ли фонд столь масштабной акции сегодня? Мы смогли поговорить с супругами по телефону. Предлагаю послушать. В Казани я бывал до этого. Кстати говоря, мой отец, которого я не знал никогда, но знал, что он работал инженером на Влынефть. Вообще это было тяжелое время, конечно, для России, и американские доктора как-то это понимали, прониклись симпатией и очень были трогательно относились и к детям, и к родителям. Нам очень помогало дружеское очень отношение к этой акции Ментимира Шариповича Шаймиева. Это был очень важный для нас контакт, и помощь его была, конечно, очень большая. Когда мы привезли все эти технику, всю привезли в Москву, он помог нам загрузить в какой-то самолет свой из Татарстана. Это было на таком энтузиазме, в общем, мы относились к этому как к самому важному делу нашей жизни. Когда я увидела родителей с детьми в больнице, когда мы прилетели, и я увидела, какая у них надежда в глазах у всех, да. У них были просто, они как будто бы они ждали какого-то чуда. И главное было, что это чудо как-то, как случилось это чудо. Поэтому вот это вот я помню, когда каждая операция заканчивалась, и когда доктора выходили и говорили, все прекрасно, все хорошо, и родители просто кидались от радости, они плакали, рыдали, обнимали друг друга, и я помню. Мы в будущем году планируем проведение такой, типа симпозиума, и постараемся пригласить детей, которых мы спасли, врачей, которые сотрудничали с нами и с американскими врачами, и отметить тоже 100-летний юбилей Татарстана. Мы бы хотели сделать это праздник, скажем, для всех, я не могу сказать для всей страны, но для Казани, для людей, которые прошли через это, и для Татарстана все-таки эта акция была очень важная, и мы бы хотели как-то совершить это, сделать из этого как праздник, да, и праздновать жизнь этих детей. Что-то такое, что запомнится навсегда. Потому что мы уже все-таки пожилые, мы прошли уже длинную жизнь после этого, и это как полный круг, который совершен. И мы хотели бы, чтобы это как-то запомнилось нам тоже навсегда, вот это. Многих спасенных тогда детей мы не смогли найти. Прошло много времени, изменились адреса и телефоны. Мы очень верим, что их новые судьбы сложились так же удивительно, как и у музы Нахапетова Люды Игнатьевой. На следующий год будет отмечаться 25-летие этой благотворительной акции, и мы очень надеемся, что маленькие герои того времени обязательно откликнутся. Пишите, мы будем ждать.
Маленький юбилей отмечает и акция популярного радио «Болгар Радиосы». На этой неделе состоялась 5-я ежегодная велоэстафета журналистов «Казань-Болгар». Радиоведущие и популярные артисты татарской эстрады проехали почти 200 километров, как говорится, с песнями и танцами. Веломарафон поддержали музыкальный канал «Майдан», «Шаян ТВ» и ТНВ. Репортаж нашего корреспондента. Казань рассвет, Болгар закат. Казань старт, Болгар финиш. Этой велоистории в этом году 5 лет. На площади 1 мая меняется только погода. Радиоведущие Болгар Радиуса ежедневно просыпаются раньше всех, чтобы разбудить всю республику. И только раз в году, в день велоэстафеты, готовы побить свой же рекорд. На ногах с 3 утра, в 5 уже старт. В 5 утра это тяжеловато, с одной стороны. Но с другой стороны, свежий воздух, друзья, и настроение хорошее. То есть мы же к этому готовились. С собой теплая одежда, термос с чаем горячим. И все. Катание на велосипеде уже будет согревать. Впереди почти 200 километров. На 5-летие с журналистами на дорожке и коллеги. Сотрудники ТНВ, музыкального телеканала «Майдан», детского «Шаян ТВ» плюс звезды татарской эстрады. Катастрой! Велосипедистов, журналистов уже знают в лицо в селах по пути. Вот их встречают в каюках. Очень вдохновлена сегодняшним мероприятием. Оно очень масштабное, оно очень интересное, очень полезное, социально, общественно полезное. Я была бы очень рада, если бы кто-то последовал нашему примеру. А вот их уже встретили в Никольском, в подарок концерт. Я второй уже год в этом, так скажем, марафоне, но это незабываемое ощущение. Но на самом деле я уже лучше подготовился к этому году. На горизонте силуэты белой мечети и черные палаты. Значит, впереди финиш. Эстафета удалась. Добро пожаловать в гости, дорогие! Каждый год мы с собой носим этот золотой микрофон, передаем эстафету при помощи него. Это также символизирует долговечность нашей радиостанции. То, что там звучат золотые хиты. Огромное дело. Вы делаете праздник, значит, не только себе и нам. Вы, во-первых, на велосипедах едете. Вы же агитируете для народ и молодежь для здорового образа жизни. Очень рады, что мы все успели. Мы успели сделать 2 концертных программы в 2 селах Спасского района. Нас очень тепло встречали зрители с цветами. Это удивительно. Когда меня спрашивают, в чем смысл этого велопробега, я затрудняюсь ответить. Потому что это и здоровый образ жизни, это наше промо, это наш исторический путь, так скажем, нашего народа. И потом для нас особенно символичен Болгар Радиуса на священной земле Болгар. Болгар – один из самых популярных маленьких городов России для путешествий. За прошлый год его посетили 500 000 человек. В празднике увидеть музей-заповедник приезжают 5000 туристов. Город привлекает своим культурным и историческим наследием. Вероника Гайнудинова, Ренат Сафин, Андрей Мохов. 7 дней. Сегодня мусульмане всего мира отмечают один из самых важных и известных праздников – Корбан-Байрам. Дословно название Корбан-Байрам переводится как «праздник жертвоприношения». Сами мусульмане в эти 2 слова вкладывают очень глубокий смысл. Стремление к Богу, духовное приближение к Нему требует самоотречения и жертвенности. В этом и раскрывается сама концепция праздника. Мусульман с праздником Корбан-Байрам поздравил президент Татарстана Рустам Минниханов. Цитата. «Благородные устремления и богоугодные дела мусульман Татарстана в полной мере соответствуют тому динамичному, созидательному ритму, в котором живет сегодня вся наша многонациональная республика». Конец цитаты. Ильзира Юзаева о том, как отметили Корбан-Байрам в республике. Полчетвертого утра в мечеть Марджани Казани начали стекаться правоверные мусульмане. В основном это мужчины, люди разных возрастов, люди разных профессий. Как говорится, в этот день все равны. Женщины по традициям, по обычаям остаются дома и ждут прихода гостей.
Мечеть Аль-Марджани – старейший духовный центр Казани. Религиозное сооружение было построено в 1766 году с позволения императрицы Екатерины II. Более 30 лет главой, или, как говорят мусульмане, имам-хатибом этой мечети был великий татарский ученый-просветитель Шигабуддин Марджани. И что самое примечательное, за всю свою многовековую историю это духовное учреждение не закрылось ни разу. Даже в советские годы, в годы атеизма, Марджани оставалась единственной мечетью в Казани, которая принимала прихожан и по таким большим праздникам, как Курбан-Байрам в том числе. Раньше, когда маленькие были, мы вообще... Это как-то интересно было, для чего там делают. Вот. А сейчас уже сами уже взрослые стали, знаем, что это такое Курбан-Байрам. Вот. Это жертвоприношение обязательно надо, если возможность есть у кого. А если никого нет, уже возможности нету, да. Там уже ждешь, откуда-то придет, может быть, помощь. Әлеге Советлар Союзы булганда безнең әти өйдә укыталар. Вакытта әтине штрафовать итәләр укыткан өчен. Это необъяснимое чувство. Необъяснимо. Почему необъяснимо? Ну, не знаю, мен шулай чыгайын деп. Мен яктан балаларына апарайдым, алып келедим десәк. Алар әйттеләр вакытта, менә алар 12-13 яшьлек кызы. Мәчеткә кергәч, чыкканда менә әллә нәрсә чыкты. Ощущение души идет. Курбан-Байрам для мусульман всего мира считается одним из главных религиозных праздников. Он символизирует завершение хаджа, великого для всех мусульман ежегодного паломничества в Мекку. Возникновение праздника связано с жизнью и деяниями пророка Ибрахима, библейской традиции, известного под именем Авраам. Суть праздника состоит в приближении к Богу, обращении к Нему. Само слово «курбан» в мусульманской традиции означает «приближение». По традиции в дни Курбан-Байрам верующий должен проявлять любовь и милосердие к ближним и помогать нуждающимся. Аллах Табарка Кур'анда да аңлата, Пейгамбәрбез хадисләрендә аңлата. Әдәм канын түккәнче хайван канын түгү артыграк. Бу курбан чалалар. Хәзерге көндә үзегез беләсез, кайда гына кан түгелми. Украина, Гарәп илләрендә. Ә менә монда дип мәгънәсен аңлаган кешегә менә шу хәленнән килгәнче курбан чала. Гаеткә килә, бер-берсен күрешәләр, бер-берсен хөрмәт итәләр. По мусульманской традиции во время Курбан-Байрама верующие приносят в жертву барана. В этом году в мечети Ярдам в Казани было заказано свыше 500 голов. По словам имам-хатиба мечети Ильдара Хазрата Баязитова, с каждым годом желающих приобрести жертвенного барана становится все больше. По законам ислама треть жертвенного мяса оставляют себе, треть дарят родственникам и друзьям, треть отдают бедным и нуждающимся. Курбан-Байрам – это в первую очередь праздник душевной доброты и милосердия. Любое доброе дело, как нас сказал пророк Мухаммад, что это садака. Вот даже если у человека нет нечем дать садака, то хотя бы улыбнись человеку, чтобы улучшить его настроение. Это тоже уже считается благотворительностью. То есть для того, чтобы совершать добрые дела, не обязательно быть богатым, достаточно быть добрым. Курбан-Байрам продлится в течение 3 дней. Муфтиятом и мечетями Татарстана предусмотрена раздача более 5 тонн жертвенного мяса нуждающимся людям. Среди них свыше 1000 казанских семей, казанский хоспис имени Анжелы Вавиловой, школы-интернаты, центры реабилитации инвалидов, психоневрологический диспансер в городе Зеленодольск. По словам муфтия Татарстана Камиль Хазрата Самигуллина, совершая курбан и помогая нуждающимся, каждый мусульманин имеет возможность выразить свою бесконечную любовь к Всевышнему и доказать, что готов пожертвовать своим имуществом ради него. У каждого народа свои традиции в Курбан-Байрам. Кто-то готовит плов, кто-то печет блины. Но неизменным для всех мусульман остается одно – это гостеприимство и радушие. Именно в этот день нужно собрать у себя дома как можно больше гостей. Эти студенты приехали из Индонезии. По их словам, в татарских обычаях очень много близкого и родного для них. Потому здесь, в Казани, они не чувствуют себя чужими. А Курбан-Байрам действительно великий праздник, объединяющий народы. Сначала мы делаем намаз. После намаза мы резим это корову и козу. Да, вот тоже такая ситуация здесь была. А у вас в Индонезии, значит, женщинам можно ходить? Да. И на праздничный намаз да. вместе с мужчинами? Но есть другое место для женщин и для мужчин. То есть в разных местах только молятся? Да. Но не стоит забывать, что Курбан-Байрам – это не только религиозное или семейное торжество, но это и день поминания усопших, родных и близких людей. После праздничной молитвы многие пойдут на кладбище, чтобы почтить память своих усопших предков. Ильзира Юзаева и Андрей Ключников. 7 дней.
На этом у нас все. Всем наилучшие пожелания. Творите только добрые дела. Встретимся через неделю на телеканале «Новый век». До свидания. Здравствуйте! Поговорим о погоде на предстоящие 7 дней. Понедельник и вторник порадуют солнцем, а со среды температурный фон вновь начнет повышаться, и в республику снова вернется лето. По данным сервиса Яндекс.Погода, на северо-востоке Татарстана начало недели хмурое и дождливое, 14-18 градусов. С четверга потепление до плюс 22, выглянет солнце. На юго-востоке Татарстана аналогичная ситуация. Понедельник, вторник и среда дожди до плюс 18. С четверга небо очистится от облаков, потеплеет до плюс 24. В центре Татарстана почти вся неделя будет ясной. Только в среду пройдет дождь. Средняя температура в течение всей недели 17-24 градуса. На юго-западе Татарстана ожидается переменная облачность. Вероятность осадков минимальна. С середины недели ожидается потепление до плюс 24. На северо-западе республики, а также в Казани, вся неделя будет солнечной, до плюс 23. Только в среду возможны кратковременные осадки. Более подробный прогноз погоды смотрите ежедневно на ТНВ. До свидания.